Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной. Каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые жители и гости нашего села. Мы благодарим всех, кто, несмотря на столь поздний час, пришел отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Сегодня, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. 80 лет прошло с того ужасного дня. Страшную цену заплатил наш народ за победу в этой войне. 1418 дней и ночей шли кровопролитные бои. С полей сражений не вернулся каждый восьмой. Погибли более 27 миллионов граждан, а среди живых не было тех, кто не ведал горечи потери. 27 миллионов шагнули в бессмертие, чтобы подарить жизнь будущим поколениям за годы войны. Фашисты разрушили 17 110 городов и поселков, стерли с лица земли 70 тысяч сел и деревень, уничтожили 32 тысячи промышленных предприятий. Они убили 4 миллиона детей, 13 миллионов остались сиротами. А сейчас к вашему вниманию радио 41-го года, где легендарный диктор Советского Союза Юрий Борисович Левитан объявляет о нападении фашистских войск на нашу Родину. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Мы все знаем, что в годы войны от Москвы уходила огромная мотивация для фронта и для тыла. И мы еще раз убедились в этом, когда с первого дня войны народу сообщают о разгроме врага и его родина, и что наша Родина победит. Главное счастье нашего с вами летнего вечера 22 июня в том, что мы можем только представлять, что происходило в 1941 году. На деле мы не познаем того, как резко меняются жизни людей, как в них врывается война. Благодарность за это мы можем только зажечь свечи, чтобы герои нашей страны никогда не были забыты. Приглашаем всех участников данного мероприятия поставить свечи памяти в знак великого почтения.
представляется руководителю краеведческого музея нашего села Ахмеду Мирзоевичу. Aylar, gidip bayar, kes çizvar, çiğniyor, kuşkiyor veta, zaz boz azızva, ki rikela sasıfetem reformerçi, ki gide bu boyri, дедушка или бабушка, буркон займет, потом, хики кушки кожри давек, ну то не биолины давеос, почти что 500 миллионов вниз. Черпшем называется, даве потом, чу потом, фи потом, талантузников, чихов, вот, их те акции, амишканы консервы, Дикела авудник ондач, абруч бурзе мет, талантузни, ватанканы конда, тне зехнечкуны конда, сан келны конда, ки инерди кене, фриз, олез, ватандез, Российдес, легканы конда, кой кез, михицов кой, хамиша рав кой цавал, Оказу кез атан уже кадискан зва, даве артахана, чеби буквально рекяна лачи лахара зва, бла улухникана зва, бессмысленный даве, афганский кой, чеченский кой, уч потоби. Учили звали типа лоха. Как на Аполло, Лохоло, Деббадис, Санархо. Течечи Мерека, Йозва, Тезма Айам, Амиша Чна, Рикал Панканта. Всегда мы должны помнить Сараки. Мне слегка Миша и Фицовку. Воспитанница Юхаристальского детского сада Агометова Лазиза прочитает стихотворение. Оборванного мишку утешала девчушка в изувечной избе. Не плачь, не плачь, сама не доедала, пол сухаря оставила тебе. Снаряды пролетали, взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете только ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем. И смерть летала вокруг злой птицы, бедой нежданной приходила в дом. Миш, ты слышишь? Я сильная, не плачь. И мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. А за деревней свистели пули громко, зловещий отпуск полыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна, а сколько же их, мальчишек и девчонок, осиротила подлая война. Ход жизни невозможно остановить. Все меньше свидетелей тех трагичных событий. Но настоящее никогда не бывает без прошлого. Никто не забыт и ничто не забыто. Чтобы воскресить погибших на войне хотя бы на миг в сердцах потомков, мы предлагаем головы склонить, их имена вам прошептать негромко, и замереть, и голоса унять, и выразить безмерное признание. Мы призываем тихо постоять в великой скорби и молчании. Объявляется минута молчания.
предоставляется заведующей Юхаристальского детского сада Сегерхолум Башировне. Hürmetli Hürünviyar, aziz Sirayalar, Hecho ihtin yukuz inalqat kanvam. Daveda час azad bol patal çpin çanargayı çi çıxı bu bayar rik'alxkiz. Çi iğıcı xıray, vişni tıqanitsuk atkaz Davedis kana. Hayifki abrukay yaxsor nitsuk atkaz alqanaxtanaç. Habrun arada zaz zibubadin arni ava zasadan az anzaqatsin ihtin yukuz Aliyev Süleyman Гасановича. Абручпин Джангил Чанар час и азад дюня компатал телефона. Ама абручирик эра хамиша лох амазма. Час кез аялар дюня ислахкой чи чилел хищсадрани дявяяр такой. 22 июня 2021 года, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, в 12 часов 15 минут по московскому времени во всех регионах страны прошла Всероссийская минута молчания. Закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби Всероссийской минуты молчания подписал в апреле 2020 года президент России Владимир Путин. Время акции выбрано не случайно. Именно в это время, 22 июня 1941 года, прозвучало обращение диктора Левитана о нападении Германии на СССР и начале Великой Отечественной войны. Если объявить минуту молчания отдельно по каждому убитому, то мир бы погрузился бы в тишину более чем на 50 лет. А сейчас ученица 11 класса Юхаристальской школы Исмаилова Зайнаб прочитает стихотворение. Татьяна Лаврова, 22 июня. В тот страшный день земля рванулась в небо. От грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинели вчерашние мальчишки, цвет страны. Девчонки на прощание песни пели, желали выжить в грозный час войны. Война, как ком, катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявших первый, самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом, чтоб защитить от ужасов фашизма права на жизнь, что рушились кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны, начало лета, жизнь вокруг кипит. Жива любовь, зарубцевались раны, но этот день июня не забыт. Помните. Помните о тех солдатах, которые прошли через ужас войн, погибли, пропали без вести и остались живы. И память эта будет жива, пока об этом будем помнить мы и наши дети. Ведь мы с вами последнее поколение, которое можем сказать лично самим ветеранам огромное спасибо. Не забывайте об этом. На этом мероприятие, посвященное ко Дню памяти и скорби, объявляется закрытой. А вам всем мы желаем здоровья, счастья и всего самого доброго и светлого. Спасибо. Что солдаты с кровавых не пришедшие полей